очень рада такому лакомству и играет с арбузом, плавая в бассейне. Ну а прикормленный людьми медвежонок возле Чульмана становится взрослым и опасным. Об этом сообщает в телеграм-канале города Нерюнгри. Проезжающие продолжают подкармливать диких животных. Вот фото медвежонка около поселка Чульман. Автор фото пишет: попросил друга, чтобы отснял материал по медвежонку, который обитает на трассе возле поселка Чульман. По вине людей, у которых нет понятия и понимания о животном мире, стоило одному кинуть кусок хлеба, и дикий хищник стал попрошайкой. Известно, что дикий медведь, привыкший получать еду от людей, становится потенциально опасным, так как легко переходит грань между попрошайничеством и нападением на источники пищи. Паук-попрыгун обнаружен в подъезде одного из домов Якутска. Такой паук обычно обитает в теплых странах. Теперь и у нас в Якутске, видимо, меняется климат, пишут очевидцы. Напомним, что ранее в соцсетях писали, что в Якутске увидели богомола, что тоже непривычно для якутян. Но потом, как оказалось, эта информация была фейком. Так что мы просим не верить всему тому, что пишут в соцсетях, ну и вообще, что видите вы в соцсетях, в мессенджерах, потому что порой бывает такое, что администраторы групп сами специально выкладывают фейковую информацию, чтобы повысить рейтинги и просмотры своих каналов. Ну и завершая нашу серию из мира животных, буквально на прошлой неделе в одном из московских контактных зоопарков забыли запереть одного постояльца. В итоге животное устроило настоящую вечеринку. Как оказалось, этот сюрприз им устроил дикобраз. А позже, как сообщили в зоопарке, никто не пострадал, все животные живы и невредимы. Ну а чем запомнился этот день в истории нашей вообще цивилизации в разные века и года, узнаем из нашей традиционной рубрики «Даты и события». Сегодня Всемирный день кошек. Также сегодня отмечается Международный день альпинизма. Помимо этого, свой профессиональный праздник отмечают офтальмологи. Также сегодня день рождения холодильника и день строителя. По народному календарю Ермолаев день. На Руси День памяти святого Ермолая называли Ермолаевым или Марьевым днем. Это название происходило от поверья, что с 8 августа по травам идут особые осенние марево росы туманы, дающие им целебную силу. Поэтому на Ермолая день собирали лекарственные растения. Важно было делать это только днем после утренней росы, потому что до этого они напитываются лечебной мощью. 8 августа уже поспевал ранний картофель. Крестьяне выкапывали клубни и готовили оладьи, котлеты, винегрет и окрошку. В этот день в 1835 году в России принят новый университетский устав, разработанный министром народного образования графом Уваровым. В 1854 году компания Smith & Wesson начала выпуск патронных магазинов. В 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 1925 году установлены первые в Торонто, в Канаде, светофоры. В 1927 году во Франции объявлено о создании вакцины против собачьей чумы. В 1929 году дирижабль «Граф Цеппелин» отправился в перелет вокруг Земли. В 1932 году в Советском Союзе разрешен труд женщин на шахтах. В 1935 году Герман Геринг назначен ответственным за новую индустрию Германии – телевидение. В 1937 году Япония захватила Пекин. В 1941 году Иосиф Сталин назначен главнокомандующим Советской армией. В 1955 году в Советском Союзе принято положение об отпусках и условиях труда подростков. В 1966 году в Китае объявлено начало культурной революции. В 1968 году в Киеве открыт Институт культуры, а в 1968 году группа Beatles записала песню «Hey Jude». В
2000 году ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека. В 2008 году открылись 29-е Олимпийские игры. В этот день родились Жиль Роберваль, французский математик, астроном и физик. Ференц Кельчиев, венгерский поэт-романтик, автор венгерского национального гимна. В 1799 году Натаниэль Палмер, американский мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды. В 1882 году родился Владислав Старевич, российский и французский режиссер, создатель кукольной анимации. В 1898 году Эммануэль Геллер, советский актер театра и кино. В 1937 году Дастин Хоффман, американский киноактер, обладатель 2 Оскаров. Юрий Каморный, советский актер театра и кино. Кен Драйден, канадский хоккеист, вратарь и политик. Йостейн Гордер, норвежский писатель и публицист. Виктор Авилов, актер театра и кино, заслуженный артист России. Именины сегодня у Игнатия, Моисея, Прасковьи, Сергея и Федора. Ну а в грядущее воскресенье, уже через буквально несколько дней, в России отметят День строителя. В этом году, 14 августа, он отмечается. Вообще ежегодно это второе воскресенье августа. Традиционно чествовать строителей начали 65 лет назад. Считается, что идея учредить профессиональный праздник работников отрасли принадлежит Никите Хрущеву, который в 1956 году возглавлял ЦК КПСС. Он увидел возведение Жигулевской ГЭС и впечатлился ее масштабом и количеством вложенного труда. Ну и вот с какими показателями мы подходим к грядущему Дню строителя. Мы сегодня поговорим с заместителем министра строительства Республики Саха-Якутия Евгением Афанасьевым. Евгений, доброе утро. Доброе С утро. наступающим, получается, праздником вас. Ну и действительно, с какими результатами к этому празднику мы подходим? Какие, может быть, объекты можете отметить? Может быть, что-то реализуется в рамках нацпроектов, какие-то стройки есть? Да, в этом году у нас довольно-таки большие объемы, грандиозные планы, можно сказать. На сегодняшний день у нас по плану планируется ввести свыше 80 объектов социального назначения. Это 15 объектов школ по республике, 7 объектов дошкольного образования, объекты профессионального образования. Довольно-таки много объектов у нас планируется в этом году по здравоохранению, в том числе такой крупный объект, как кардиологический центр, больничный комплекс на 73 койки в городе Вилюйске, 15 объектов культуры у нас планируется в этом году. И в связи с тем, что у нас в этом году проводились спортивные игры, немало объектов спортивного назначения, это порядка 12 объектов на сегодняшний день. Если говорить по вводу жилья, то у нас на сегодняшний день запланировано ввод 550 тысяч квадратных метров жилья. И по статистическим данным на сегодняшний день уже введено 223 тысячи. Это по сравнению с прошлым годом на 57% больше, и в том числе 173 тысячи квадратных метров жилья – это индивидуальное жилищное строительство. Что говорить по масштабным инвестиционным проектам, по планам ввода на сегодняшний день, то у нас довольно-таки неплохая реализация идет, привлекаются инвестиционные бюджетные кредиты свыше 4 миллиардов на воинской части в микрорайоне ДСК, а также в квартале Р города Нерингри. И у нас реализуется для достижения вот этих поставленных задач комплексной квартальной застройки, комплексное развитие территории. У нас является Республиканское ипотечное агентство заказчиком по 11 кварталам города Якутска и в том числе по 17 кварталу. Если отдельно взять довольно-таки нашу большую программу, это переселение граждан из аварийного жилья, у нас на сегодняшний день планируется с нарастающим итогом расселить 25 тысяч граждан из 460 аварийного жилья, квадратных метров аварийного жилья. И на сегодняшний день у нас исполнение составляет 75%. Это на сегодняшний день уже расселили граждан из 355 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Да, действительно, масштабы огромные, показатели тоже неплохие. Но прямо сейчас нам нужно прерваться на короткую паузу, после которой мы вернемся, обсудим еще немало вопросов, связанных со строительством, в том числе вопросы обманутых дольщиков, мастер-плана города Якутска. Все это после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Доброе утро, вы смотрите новости. Пожар у поселка Орлах Мирнинского района ликвидирован. По оперативной информации Мирнинского лесничества, лесной пожар, действовавший на территории Мирнинского района с 27 июля и локализованный 4 августа, ликвидирован. Сейчас планируется вывоз с тел лесопожарных формирований. На самом деле верховой пожар – это неконтролируемое горение. Очень сложно справиться. Благодаря маневрированию сил и средств мы выполнили задачу по тушению. Это был очень сложный пожар. Привлекался весь Мирнинский пожарно-спасательный гарнизон. И эта ситуация прогнозировалась. И мы все силы и средства передислоцировали сюда, провели эвакуацию местного населения. Также детского оздоровительного лагеря «Орленок». Детей эвакуировали, потом рабочий персонал. Была проведена разведка, что при сильном порывистом ветре была угроза населенному пункту и детскому лагерю. Я сколько работаю, с таким я столкнулся первый раз. Именно лесной пожар, который перекинулся на населенный пункт. Угрозы поселку нету. Также у нас выставлены посты безопасности для точного тушения очагов рядом с Орлахом поселком и также с детским лагерем «Орленок». Журналисты и блогеры Якутии представят растения ботанического сада СВФУ. В День Сарданы, который ежегодно отмечают 30 июня, в Северо-Восточном федеральном университете стартовал просветительский проект «Амбассадор сада знаний», направленный на популяризацию научных коллекций ботанического сада СВФУ и экологическое просвещение. Работники редакции якутских изданий и блогеры станут амбассадорами редких и уникальных растений, произрастающих в ботсадов, представив их широкой общественности. Проект запланирован как долгосрочный. Наша сардана – одна из прабабушек культурных сортов, которые объединяются в группы азиатские гибриды. Потому что известны есть трубчатые лилии, наверное, вы весной и зимой покупаете с сильным ароматом. Это вот как раз другие группы лилий. Обычно их продают вот в букетах. А вот дикорастущие сибирские, в том числе наша пенсильванская или сардана, они без запаха, но отличаются разнообразием оттенков, цветов. Например, вот у видового лилии тигровой наверняка вот эти вот характерные пятнышки вошли в рисунок многих культурных растений. В Хандыге, откуда начинается нулевой километр Магаданской трассы, с 2018 года работает историко-краеведческий музей. На сегодняшний день музей насчитывает более 1800 экспонатов. В выставочных залах с разной тематикой можно увидеть уголок ветеранов ВОВ, тематику эпохи СССР, экспозиции о лагерях ГУЛАГа на территории Тамбовского района, палеонтологические находки и многое другое. Периодически на базе музея проводятся экскурсии, музейные уроки и познавательные мероприятия. С каждым днем в музей устремляется все больше посетителей, не только туристов, но и самих жителей района и республики. Основная тематика музея – это строительство дороги Колыма, трассы Колыма. Здесь мы рассказываем, открываем историю нашего района, историю поселка, рассказываем о лагерях, вообще о том времени. За 5 лет работы нашего музея нас посетило чуть более 12 тысяч посетителей. Это в основном, конечно, жители нашей республики, но очень много гостей из Центральной России. Также имеются и граждане из дальнего зарубежья. Утро Якутии. Вновь я вас приветствую, всех тех, кто только проснулся или с самого начала эфира вместе с нами. До нашего перерыва мы начали разговаривать о вопросе строительства в нашем регионе. Ведем беседу с Евгением Афанасьевым, заместителем министра строительства Республики Саха-Якутия. Евгений, продолжим. Мы уже немножко затронули вопрос о строительстве вообще в городе Якутске в части того, что, так называемый мастер-план, который был принят совсем недавно. И вот хотелось бы рассказать, что в рамках этого мастер-плана, конечно, не ожидаем, потому что план — это все-таки план — это планирование. Что планируется в рамках этого мастер-плана? Да, по утвержденному мастер-плану у нас Республиканское ипотечное агентство также будет являться ответственным за реализацию данных кварталов. И у нас планируется
расселение порядка 170 многоквартирных домов, это 90 тысяч квадратных метров жилья. И планируется в том квартале строительство школы на 1100 мест и детского садика на 315 мест. Это по утвержденному плану. В настоящее время идутся работы по определению источников финансирования. Это мы говорим о 17-м квартале города Да, Якутска. 17-й, 4-й, 2-й квартал. Ну, вот они там рядышком находятся, скажем, ну, почти северо-запад города Якутска. Вот. Ну, говоря про строительство именно жилого фонда, есть такое явление вообще в строительстве, в принципе, это как долевое строительство. А как сегодня обстоят, ну, часто, да, мы все знаем, что бывают у нас там недобросовестные застройщики и так далее, тому подобное. Как сегодня ведется работа с обманутыми дольщиками? Потому что такое явление, к сожалению, имеет место быть вообще в России. Ну и как бы мы часть России, мы не исключение. Да, у нас по обманутым дольщикам, если бы хотелось отметить то, что принят на федеральном уровне закон 214, по которому сейчас имеются эскроу-счета, и в будущем у нас таковых обманутых дольщиков не будет. По тем обманутым дольщикам, которые у нас на сегодняшний день имеются, это у нас 5 объектов жилья и 1 объект нежилой, то есть гараж, который недавно был включен в перечень единых проблемных объектов. На сегодняшний день из 5 объектов многоквартирного жилья по 4 объектам у нас фонд обманутых дольщиков будет единым заказчиком. На сегодняшний день проектно-сметная документация завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. По 3 объектам у нас определены застройщики, кто будет завершать. По 1 объекту идет согласование увеличения финансирования в Федеральном фонде обманутых дольщиков. Из 4 объектов, по которым я сказал, 2 планируется ввести уже в этом году и будут переданы ключи гражданам уже в начале следующего года. По последнему объекту, по Кальвице, принято решение о выплате компенсации, и все 164 граждан уже на сегодняшний день получили выплаты, и ведутся работы по исключению данного объекта процедурно. Последний объект — это нежилой, это объект СС-стиль, гараж. По данному направлению у нас на сегодняшний день нет действующих механизмов поддержки обманутых дольщиков по нежилым помещениям. Ну вот буквально в 2 словах, вот введение такой истории, как эскроу-счета, оно в принципе положительным образом сказалось на проблеме обманутых дольщиков, то есть помогает решить вопрос или нет? Да, действительно, сейчас получается любой участник долевого строительства, если объект не будет сдан в срок, может уже обратно взять деньги и уже быть застрахованным с этой точки зрения. Ага. Евгений, спасибо большое, что пришли в нашу студию, полезную информацию, интересную. Самое главное рассказали. Я вас с наступающим праздником поздравляю, как и всех людей со строительством связанным. Ну, как бы надеюсь, что, как говорится, как работали, так и отметите. Спасибо большое. Ну, а прямо сейчас мы узнаем, что сулят звезды нашим знаком зодиака на август, на эту неделю. Возможно, именно звезды вам подскажут правильный путь. Овны. Овнам, состоящим в браке и имеющим детей, на этой неделе предстоят приятные хлопоты. Вы с удовольствием будете заниматься благоустройством своего жилища и воспитанием детей. Это хорошее время для путешествий, поездок на курорт, для отдыха и развлечений. Тельцы. В начале недели у тельцов могут возникнуть недоразумения в отношениях с друзьями. Возможно, вам станет известно о некоторых событиях прошлого, которые до сих пор от вас тщательно скрывали. Также вы можете не совсем правильно понять чьи-то слова и сделать неверные выводы. Близнецы. Начало недели складывается весьма неопределенно для близнецов, состоящих в постоянных партнерских отношениях, в официальном или гражданском браке. Во время общения вы можете почувствовать, что от вас что-то скрывают, не договаривают. Раки. В начале недели звезды не советуют ракам устраивать генеральную уборку в квартире. В это время вы будете крайне неорганизованными и несобранными, поэтому рискуете создать еще больший хаос, чем был ранее. Львы. Львы в начале недели будут склонны к неразборчивости в поисках сексуального партнера. В первую очередь это относится к тем, кто одинок. Однако и при наличии постоянных партнерских отношений возрастает вероятность ошибок и опрометчивых поступков в интимной сфере. Девы. В первой половине недели у дев могут возникнуть напряжения в партнерских отношениях. Основная причина этого – отсутствие взаимопонимания. Возможно, ваш партнер по браку будет вести себя несколько странно, а вас это начнет настораживать.
весы. Весам в начале этой недели может быть трудно заставить себя что-либо делать. Это особенно актуально для тех, кто занимается преимущественно рутинной, нетворческой работой. Скорпионы. В начале недели скорпионам, имеющим семью и детей, следует бережно относиться к финансовым ресурсам. Не следует потакать желанием ребенка иметь дорогие игрушки, а также видео и аудиотехнику. Попробуйте внимательнее присмотреться к поведению малыша. Стрельцы. В начале недели стрельцам, скорее всего, будет сложно найти взаимопонимание с близкими родственниками и членами семьи. Это неблагоприятное время для гостей, а также для потребления крепких алкогольных напитков. Постарайтесь внимательнее относиться к своему имуществу. В этот период возрастает риск краж. Козероги. Козерогам в начале недели следует избегать общения со знакомыми и приятелями. Лучше оставаться в неведении относительно последних новостей о вашем окружении. Сейчас до вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, которые бросят тень как на вас лично, так и на близких людей, родственников. Водолеи. В начале недели звезды советуют водолеям не давать никому денег взаймы. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые будут предлагать вам принять участие в каких-либо финансовых схемах. Вероятность натолкнуться на мошенничество сейчас крайне высока. Рыбы. Рыбам в начале недели не следует предпринимать инициатив в тех делах, где пока нет полной ясности. Сейчас лучше переждать эти дни, не предпринимая ничего нового. Например, нежелательно вносить изменения в свой внешний облик. Например, перекрашивать волосы, менять прическу, макияж, стиль одежды. Сотрудники МЧС спасли туристку из Краснодара, упавшую в горную трещину на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг. На кадрах можно увидеть, как спасатели вытягивают девушку из трещины с помощью веревки, а после осматривают пострадавшую на предмет полученных травм. По информации ведомства, в 11:50 сотрудники МЧС получили запрос о помощи от 2 человек, гулявших на южном склоне горы. К месту происшествия были отправлены спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и горнолыжного курорта Эльбрус. В ведомстве отметили, что пострадавшая девушка упала в трещину глубиной около 3 метров. Спасатели уточнили, что в результате падения девушка не получила никаких травм и от медицинской помощи отказалась. Ну, это вот замечательный пример того, что горы, хоть и опасная история, тем не менее очень красивая. Между тем, сегодня, 8 августа, отмечается День альпинизма. Напомним, что сегодня в Якутии существует Федерация альпинизма. Так, в регионе созданию региональной федерации предшествовали годы любительских занятий и поездок на скалы, туристических походов и альпинистских сборов. Ну и подробнее об альпинизме в Якутии поговорим с Виталием Павловичем Струк, членом правления Федерации альпинизма и скалолазания Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы сказали, что да, предшествовали еще с середины 90-х годов, грубо говоря, энтузиазм, любительское вот это все начинание. Что нового за это время большое, продолжительное произошло в альпинизме, в скалолазании Якутии? У нас самая Федерация альпинизма и скалолазания создана уже более 5 лет назад энтузиастами, которые живут именно в Якутске. Ребята, у нас есть президент Федерации, на самом деле развивается довольно-таки динамично, особенно у нас развивается скалолазание, это у нас Федерация альпинизма и скалолазания. С альпинизмом у нас чуть-чуть посложнее, потому что Якутия у нас очень большая, и наши горы, они очень далеки от Якутска, 800 километров все-таки самые ближайшие. А добраться, например, до Победы, это вообще логистика тяжелая. То есть проблема не забраться, проблема добраться. Да, проблема добраться. Ну а чаще всего из Якутска куда выбираются сегодня? Сейчас, наверное, Кавказ. В Крыму это там низкие горы, а Кавказ это вот Эльбрус. В основном ездят на Арарат, на Килиманджаро. Я знаю, что люди ездят. Европа, это Монблан, Матерхорн. Матерхорн, у меня в планах есть в следующем году подняться. Мы поговорили уже так вскользь про горы в Якутии, до которых трудно добраться. Тем не менее, куда можно сегодня в Якутии конкретно съездить, чтобы заняться альпинизмом? С альпинизмом это у нас гора Победа. И, в принципе, у нас есть
Уснера, которые провелись в этом году вторые уже самые сборы. В прошлом году было, и в этом году сборы были посвящены столетию республики. У нас было около 100 человек, посещало сейчас, приезжали со многих районов у нас. Вот это перспективный район. То есть, в принципе, Якутия не отделена тоже замечательными местами. Да, хорошие трассы там. Ага. Ну вот у вас замечательная футболка, счастье не за горами, оно в горах. То есть, как бы говорящая о том, что альпинизм у вас в крови и в душе, и, в принципе, вы и есть альпинизм, скажем так. Почему вы начали этим заниматься? Что вас побудило, что вас привлекло в этом занятии? Ну, я приехал в Якутию из Крыма в свое время. Там занялся скалолазанием и горным туризмом. Но до этого еще в армии занимался этим. Ну, а потом уже здесь. Ну и завершая нашу беседу, все-таки, да, альпинизм, скалолазание, это экстремальные виды спорта, так или иначе. Были ли какие-то за вашу историю какие-нибудь такие, наверное, самые запоминающиеся именно экстремальные ситуации? Можете рассказать? Ну, такого, чтобы... Ну, допустим, как девушка, только что мы рассказывали. Нет, ну, застряли самое... Трещины мы были на Денале, когда на Аляске поднимали, и мы, когда поднимались на гору, был снег, а когда возвращались, были одни трещины, потому что все растаяло, и мы вот привязывались и прыгали через трещины. В общем, прыгали в снег, и неизвестно, есть там ямы или нет. Ну, страховка, друзья, говорится, тут без страха, говорится, прыгали. На самом деле, так спокойно об этом рассказываете, но вот я себе представляю эту картину, что нужно в неизвестность прыгать. Ну, очень страшно. Виталий, спасибо большое, что пришли в нашу студию, поделились интересной, ну, на самом деле, интересное такое направление. Я думаю, много людей заинтересуются этим, потому что, ну, альпинизм — это классно, это невероятно, это интересно. Поздравляю вас с праздником. Ну, и желаю, чтобы федерация дальше развивалась, привлекалось больше людей. Ну и, естественно, как бы была всегда какая-то поддержка со стороны, чтобы движение дальше развивалось. Ну а мы продолжаем наш эфир. Прямо сейчас наша традиционная рубрика «Советы юриста». Расскажем, как быть вам, если вдруг семейный союз все-таки распался. Чего нужно избежать и чего опасаться, и к чему нужно быть готовым. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас не очень приятная тема, но крайне необходимая – раздел имущества. Раздел имущества может быть в судебном порядке и вне судебном порядке. Во внесудебном порядке стороны сами урегулируют вопрос, определяют, какое имущество кому отходит. В судебном порядке это определяет суд. Но что же делать, если имущество находится в залоге у банка? Во-первых, такие вопросы рассматриваются обязательно с участием представителя банка. Он извещается о том, что супруги хотят поделить имущество, которое находится у него в залоге. Можно избежать, можно до этого обратиться в банк и урегулировать вопрос, что одним из заемщиков остается, получается, один из супругов, если его доход позволяет это урегулировать. Если нет, то в судебном порядке определяется, то есть остается два заемщика в последующем разделом имущества, да, то есть после того, как залог будет снят, будет соглашение некое заключено, возможно, мировое, да, между супругами, каким образом будет разделена ипотечная квартира, либо банк, если это возможно и есть возможность внести изменения в договор, получается, вносит их на основании судебного акта о том, что будут внесены изменения в договор, и один из супругов остается заемщиком и выплачивает эту ипотеку. Ну, достаточно сложный вопрос. Первоначально я рекомендую все-таки для консультации обратиться в банк. Все зависит от остатка, да. То есть, если остаток небольшой, разумнее его выплатить и урегулировать вопрос о разделе имущества самостоятельно. Если погашение небольшое, то нужно урегулировать вопрос, кто же остается заемщиком. Но если ни то, ни другое невозможно, ну, встает вопрос о возможности реализации данного имущества, выплате банку соответствующей стоимости и разделе остальных денежных средств. К сожалению, до конца семейным законодательством залоговое имущество и его реализации порядок не урегулировано. Здесь нельзя говорить о том, что те платежи, которые были списанием у одного из супругов, что это именно его денежные средства, не забываем об этом, это денежные средства семьи, приобретались они для жилья, поэтому встает вопрос именно о разделе полноценной данной квартиры, то есть вне зависимости от того, на кого заключен договор из супругов и кто являлся поручителем. Желаю вам хорошей семейной жизни и чтобы эти вопросы вас никогда не затрагивали. А сегодня в нашей рубрике «Сад и огород» мы вновь поговорим о баклажанах. Баклажаны не просто овощ, это проверка знаний и умений для любого садовода. Родиной баклажана является Юго-Восточная Азия, а у нас он долгое время считался южной культурой. И только во второй половине прошлого столетия баклажаны стали выращивать и на огородах якутян. Плоды баклажана содержат много витаминов, минеральных элементов, соли, калия и меди. Вот как выращивать это чудо-овощ у нас в Якутии, узнаем прямо сейчас.
Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим о баклажанах, о выращивании баклажан у нас в Якутии. И, наверное, больше всего я остановлюсь на что я упустила нынче, хотя 30 лет больше выращиваю баклажаны, что я упустила, чтобы они вот сейчас вовремя не были такими, как бы я хотела. Я посадила поздно их. Так получилось, что я на 3 недели практически запоздала. Они растут у нас в холодной гряде, только под пленочным укрытием. Земля им нужна такая же, как все для перца. Богатая, хорошая земля, освещенность нужна им тоже. И поливы, конечно, поливы теплой водой. И также высаживать нужно в прогретую землю, чтобы 15 градусов где-то была земля. И закрываем. Закрываем сначала акрилом прямо, чтобы ночные заморозки там не тронули их, ничего. Вот. И земля, чтобы не остывала. Какие мои ошибки нынче? Я вообще всегда выращивала любимые свои баклажаны с 90-х годов. Это жизель. Жизель, она вообще благородная такая, так вырастало много ее. И эпик. Эпик входил в 5 лучших баклажан в состав. Он всегда был в России в 5 лучших. И также еще баклажан был, это король севера. Король севера у меня попало всего несколько. Он очень хороший. Он отдавал бы, сейчас бы все в них было. Вот они попали 3. Видите, уже сколько на них есть. Независимо от погоды. Любимый тоже мой. Но было мало всего, я посадила его. Остановилась на новых сортах. На новые сорта немножко подвели. Хотя были написаны раннеспелые, но они только начинают, только начинают идти. Мне очень понравились белые. Я сейчас не могу сказать, какой это сорт. Он белый, он не аллергичный. Белые, они не без горечи. Я посадила их, очень красивые. На примере этого я покажу, как его формировать. Если у перца есть какая-то классификация, как его формировать, у баклажанов нет. Произвольно мы делаем. Тоже листья эти боковые я все убираю. Видите, на боковушке вырос уже, он какой. Дальше, что? Этот тоже будет, да? Этот пасынок убираем. Он уже никогда не будет. На нем ничего. Второй пасынок убираем. Берем, дальше идем ветку. Этот лист не нужен. Мы его тоже убираем. Смотрите, идет, растет на нем. Его оставляем. Видите, уже все, опылился. Дальше здесь цветок. Пока этот оставляем. Дальше, смотрите, пасынок какой. Он не нужный. Все, его убираем. А здесь будет что-то. Цветок успеет еще раз цвести. Конечно, баклажаны растить очень интересно. Удачи вам в выращивании баклажан. И удовольствие будете получать от этого. Будете наблюдать за ними. И всего доброго вам. А прямо сейчас пришло время узнать о последних новостях, и я передаю слово своим коллегам из информационной службы. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Верхневилюйске все больше развивается водоснабжение и водоотведение. Сейчас там прокладывают сети для строящейся канализационно-очистной станции. За прошлый год построили основное здание станции и автономную котельную. Также пожарные емкости, дизельную электростанцию и по периметру металлическое ограждение. Также в селе Верхневилюйск и Андреевском наследии идет стройка 18 утепленных водооткачивающих будок. Полностью автономная будка будет принимать оплату картой, стоимости намного дешевле. Например, бутыль 19 литров можно будет купить за 5 рублей. В этом году уже начал работу по технологической части, то есть установка оборудований, обвязка оборудований, электричество. Сейчас на данный момент работает 13 человек. Основные работы ведутся будут сварочные и бетонные работы.
Северо-Восточный федеральный университет публикует первые приказы о зачислении. Утвержденные приказы первой волны разместили на сайтах и информационных досках 4 факультетов. В скором времени, 9 августа, будут известны имена студентов второй волны. Параллельно факультеты уже начали набор на дополнительные места. До окончания работы приемной кампании еще есть время. Напомним, что в этом году при поступлении засчитывались баллы по индивидуальным достижениям абитуриента. Сейчас из 221 места, которое мы собираемся принимать в 2022 году на 10 направлений подготовки, у нас сейчас идет дополнительный набор. Дополнительный набор у нас происходит по направлениям география, по направлению химическая технология, по направлению экология и природопользования и педагогическое образование химия. В Хангаласском Улусе состоялся 6-й по счету фестиваль экстремального спорта и туризма «Еланка-2022». На месте для любителей активного отдыха был организован палаточный городок с видом на реку, песни у костра, конкурс на лучшее оформление лагеря, лекции, мастер-классы. По традиции гвоздем программы стали командные соревнования. Так участники фестиваля выявляли самых быстрых и ловких в состязаниях по скалолазанию, заплыве на байдарках, стрельбе из лука и трейл-раннингу. Фестиваль прошел с 5 по 7 августа в окрестностях села Еланка. Дальнейшей целью федерации, чтобы наш спорт более развивался и был более масштабным. Сейчас у нас, например, скалолазов, альпинистов сотни, хотелось бы и 1000. Нам нужен высокий скалодром, мы к этому идем. И чем больше людей занимается скалолазанием, тем больше шансов у нас будет на высокие результаты в России, а также в мире. Якутские спортсмены стали обладателями серебряных медалей по мини-футболу на спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Они завершили финальный матч с командой Уральского федерального округа со счетом 8-4. В первом тайме представители республики забили 1 гол, во втором – 3. Таким образом, золото получил УФО, бронза у Киргизии, которая ранее победила команду ДФО со счетом 2-1. Автором всех 4 голов в матче против сборной Уральского федерального округа стал Даниил Драч. Последний мяч в ворота соперника спортсмен забил за 10 секунд до конца второго тайма. На этом все. Хорошего дня. Утро Якутии продолжаем встречать сегодняшний день, 8 августа, понедельник. Если на работу планируете вы отправляться на автотранспорте своем, то, наверное, следующий блок нашей информации будет специально для вас. Поговорим мы о вообще правилах дорожного движения. Во-первых, с 5 по 9 августа госавтоинспекция Якутии работает в усиленном режиме. В эти дни проходят массовые проверки водителей. Дорожные полицейские дежурят на выездах и въездах в населенные пункты, проводят профилактические мероприятия и акции. А на одном из таких рейдов побывал наш корреспондент и узнал, насколько безопасно сегодня кататься по ночному Якутску. Наступает вечер, просыпаются люди, которые любят ночные покатушки, прогулки и просто ночное время суток. Ведь 30-градусная жара уже в позади, и любителей прогулок увеличивается в разы. Это не только автолюбители, но и велосипедисты и самокатчики. Вместе с ними, чтобы обезопасить их вечернее и ночное времяпровождение, на службу заступают инспектора ГАИ. Август, как и поспевающий урожай в огородах, богат на разные происшествия. Так, у нас республиканская госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы уже с начала лета. И перед каждыми выходными днями у нас проводятся рейдовые мероприятия, и массовые проверки по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и также по выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами с нарушением правил дорожного движения, таких как перевозка детей без детских удерживающих устройств, выезд на полосу для встречного движения, и также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, то есть выезд через сплошные разметки, и другие грубые нарушения правил дорожного движения. Автолюбители за погоней теплых дней в этом месяце стараются как можно чаще проводить время на улице. Ведь скоро пойдут дожди, а далее и снег. Сейчас получается конец лета, последний месяц, и вы решили прокатиться по максимуму по дорогам столицы. Абсолютно верно. Закрытие сезона. Как часто вы в вечернее время выходите кататься по столице? Почти каждый день.
почти каждый день. Ну, с какой целью вы выходите? Просто покататься? или как? В основном по делам. Ну, иногда просто, да, покататься. Ну, по-разному. Действительно, август – это, пожалуй, лучший месяц для прогулок. Ловят последние дни якутского лета и веллеры. Они отмечают, что часто видят, как участники дорожного движения нарушают ПДД, особенно дети. Часто катаюсь, вот по вечерам после работы. Нарушения бывают. Видно, что, допустим, дети пешеходный переход переходят, переезжают, да, по правилам, соблюдают. А какие условия на сегодня созданы для веллеров и какие вообще нужно создавать для горожан? Я думаю, что условия есть. Это вот широкие тротуары. Спасибо, конечно, большое. Мне кажется, условия все есть, просто не все их соблюдают. Вот много видно, что по дорогам ездят, мешает водителям. А так, я думаю, что достаточно по тротуару ехать хорошо. С появлением в столице региона аренды мобильных электросамокатов на улицах города стало еще напряженнее. Быть предельно внимательными требуется всем, особенно водителям. Но, как отметили в этой службе, пока на территории города Якутска не зафиксированы случаи ДТП с участием самокатчиков. По безопасности это все-таки, наверное, от каждого лично зависит. Кто-то у нас безопасно ездит и на машинах, кто-то безопасно ездит на велосипедах, кто-то безопасно ездит на самокатах. Это все-таки личное. На сегодняшний день ДТП и каких-то аварийных ситуаций с участием наших клиентов, пассажиров не было. Действительно, лето заканчивается, остается чуть меньше месяца. И чтобы не омрачить эти оставшиеся дни походом в медицинские учреждения столицы или в ГИБДД, лучше соблюдайте правила дорожного движения. Уважайте друг друга и будьте терпимее. Что можете пожелать участникам дорожного движения? Быть повнимательнее, наверное, аккуратнее, соблюдать ПДД. Хочу пожелать, самое главное, это здоровье. Когда будет здоровье, тогда будет все. А здоровье идет от спорта. Побольше бы семей, которые занимаются. Часто очень приятно видеть, когда едет семья, велосипед, ролики, то все. Это очень приятно видеть. Почаще бы таких, побольше бы спортсменов. Дмитрий Тымыров, Семен Афанасьев, Якутск. Ну а мы продолжаем говорить о безопасности на дорогах Якутска. И не только, как уже было сказано ранее, в эти дни в столице региона дорожные полицейские работают в усиленном режиме. И более подробно об этом сейчас мы поговорим с гостем нашей студии. В гостях у нас снова Владимир Ощепков, инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия. Владимир побывал у нас в гостях буквально недавно, 2 недели назад, если не ошибаюсь, мы говорили о камерах фото-видеофиксации. В этот раз мы поговорим уже непосредственно о безопасности дорожного движения и проводимых рейдовых мероприятиях. Владимир, доброе утро. Что-то я заговорился уже, представляя тебя. Ну, в первую очередь, каков улов, скажем так, каковы результаты рейдовых мероприятий, проведенных в эти дни? Улов не улов, конечно, но в любом случае у нас результат по итогам рейдовых мероприятий, конечно, у нас с инспекторами дорожно-патрульной службы было выявлено и отстранено от права управления почти 50 водителей. Это начиная с пятницы. Но у нас, опять же, хотелось бы сказать, что рейдовые мероприятия продолжаются, также массовые проверки сейчас проходят, и, соответственно, завтра тоже также будут продолжаться. Поэтому пока 50. То есть в это время где-то уже кого-то, возможно, останавливают. Да. Прямо сейчас. Вообще, 50 человек были отстранены от управления транспортным средством. Какие самые наиболее часто распространенные нарушения во время таких мероприятий выявляются, в принципе? И, может быть, есть какая-то определенная группа нарушений, которые фиксируются именно в летнее время чаще, чем обычно, так сказать, сезон какой-то? Во время рейдовых мероприятий, конечно, в основном у нас инспектора дорожно-патрульной службы нацелены на выявление грубых нарушений, к которым у нас относится управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу для встречного движения, также непредоставление преимущества на перекрестках, и также пешеходам. И особое внимание, опять же, у нас уделяется велосипедистам. И любителям кататься на электросамокатах, и так далее, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. И, в принципе, инспектора дорожно-патрульной службы с ними проводят профилактическую работу больше, чем наказывать. Поэтому, так как люди, которые управляют самокатами, они у нас, опять же, относятся сейчас в любом случае к пешеходам. Опять же, они
полноценные участники дорожного движения, поэтому они, опять же, должны соблюдать правила дорожного движения. Несмотря на то, что на управление этим транспортным средством не нужно получать водительские удостоверения. Ну, и да, пока. далее. Ну вот в целом давайте о штрафах поговорим. Ну вот такая нестандартная ситуация мы в редакции придумали. Ну, может быть, и стандартная, наоборот, может быть, каждый день такое встречается. Вот в семье, например, имеется человек, лишенный правом управления, лишенный водительских прав. Но он без спроса взял там машину родственника какого-то и так далее, поехал кататься, его задержали. В этом случае кого штрафуют и будет ли изъят транспорт? Ну, вопрос, конечно, хороший, но и актуальный. В данное время у нас в летний период, конечно, опять же, увеличивается управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, то есть либо лишенным, да. Ну, опять же, там разница, конечно, есть большая. Но в основном у нас, опять же, совершают такое правонарушение несовершеннолетние, то есть берут у родителей без спроса те же мопики, скутеры, те же транспортные средства, да. Ну, во-первых, наверное, хотелось бы сказать, ну и начать с малого, да, допустим, у которого лица, в принципе, нет водительского удостоверения, да, там штраф подразумевает уже от 5 до 15 тысяч. Это согласно статье 12.7, части 1, да, это то есть лицо, которое управляет транспортным средством без прав. Это в отношении вот этого лица будет? Да, в отношении водителя, который без прав выехал, грубо говоря, да, без спроса. Ну и также есть у нас часть 2 статьи 12.7, там уже управление лицом, который уже лишен правом управления. То есть там уже штраф более жесткий, можно сказать, это у нас 30 тысяч, либо арест до 15 суток. Да? Ну и опять же, этим у нас не заканчивается. У нас с 25 июля вступили изменения в Кодекс об ответственности правонарушений, ну и также в Уголовный кодекс. Да? Ну и те лица, которые управляли транспортным средством, будучи лишенными, к ним уже сейчас может уже другая статья применяться, то есть по части 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Там санкция уже большая, то есть штраф может быть от 50 до 100 тысяч рублей. То есть если он повторно нарушает, если он попадался уже, будучи лишенным по статье 12.7 части 2, да, и уже то есть, грубо говоря, уже второй раз уже повторно уже попадается, да, то на него будет уже предусмотрена санкция по части 4 статьи 12.7. А с машиной что, ее на штрафстоянку? Ну, машина, конечно, в любом случае на штрафстоянку. Ну, а за передачу уже, там уже, опять же, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Это уже на собственника, либо на законных представителей вот, несовершеннолетнего лица, который управлял транспортным средством без прав. Вот поговорим немножко о, наверное, самое распространенное грубое нарушение. Это управление, наверное, в нетрезвом состоянии. Ну, человек, если повторно попадается в состояние алкогольного опьянения, что в этом случае происходит с ним? Ну, который уже повторно, получается, опять же, управляет транспортным средством, как вы сказали, да, в состоянии опьянения. У нас уже с 2015 года появилась статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Да, это уже на данное лицо уже будет предусматриваться санкция по данной статье, то есть по Уголовному кодексу. То есть там уже санкции побольше, и штрафы, соответственно, побольше. Да. Ну и сейчас, опять же, вот как я сказал, с 25 июля также вступили изменения в законодательстве, да, ну и лицу, который, опять же, повторно попадается, да, в состояние опьянения, то, опять же, может применяться санкция по 264 прим. 1, и также появилась статья 264 прим. 3. Также там лицом, управляющим транспортным средством, будучи лишенным, если он также в трезвом состоянии попадется, если он уже повторно несколько раз попадает, то уже ему может быть применена данная санкция. Ну и также лицу, который управляет транспортным средством в состоянии опьянения, да, то, опять же, ему грозит такая санкция, ну и уже не только штрафстоянка, там уже предусматривается изъятие транспортного средства. Все серьезно. Да. Ну, говорить про нарушения еще можно долго, на самом деле, но вот хотелось бы вопрос такой задать. На самом деле понятно, что город у нас большой, вежливость водителей, соблюдение даже простых правил дорожного движения, вопрос тоже такой очень остро стоящий. В Якутске сотрудников тоже не хватает, потому что город большой, везде не поставишь инспектора. Как-то жители могут, буквально в 2 словах, потому что время у нас немножко, скажем так, поджимает. Да. Может ли как-то просто граждане помогать сотрудникам передавать какие-то информацию о нарушениях? Ну, конечно, в любом случае любой гражданин, если, опять же, он желает, то он, в принципе, имеет право, да. Ну и также, конечно, желательно
чтобы он позвонил нам, если он видит какие-либо правонарушения, соответственно, да, и чтобы он позвонил уже по телефону нашей дежурной части, которая круглосуточно у нас работает, то есть это по короткому номеру 127, либо 35 22 22. Ну и также есть другой номер, это 47 35 69. То есть по данным номерам, если позвонить, передать да, информацию. можно передать. А можно, допустим, зафиксировать нарушение? Вот поворотник не выключают на повороте, например. Не, ну вот именно по тем нарушениям, которые, в принципе, любой гражданин может зафиксировать это на свой мобильный телефон, да, грубо говоря. Ну и также уже через сайт gibdd.ru, и, опять же, направить заявление, так сказать, да, о том, что вот правонарушение совершено, там, допустим, там такое-то, ну, такое-то транспортное средство Такое-то проехало время на таком-то месте, время, дата, ну, соответственно, все вот это вот прописывать. Владимир, спасибо большое. Ну, будем надеяться, что и безопасность на дорогах будет у нас дальше повышаться, ну, не только в нашем городе, вообще в республике и в стране. Ну, а вам, дорогие телезрители, мы желаем, если вы автолюбитель, ни гвоздя, ни палки сегодня, как говорится, будьте осторожны, будьте вежливы на дорогах, помните, что водитель — это в первую очередь ответственность, а не право. Хорошего вам дня, отличного настроения. Завтра в это же время, в этой же студии мы снова с вами увидимся.